Сама формулировка закона предполагает, что этот закон идет об ответственности родителей за обучение и воспитание детей. То есть не само воспитание и обучение детей, а именно об ответственности родителей. Что касается непосредственно ответственности, я думаю, что как юрист я должен сказать, и как председатель социал-демократической партии, что нынешнее наше законодательство достаточно скрупулезно регулирует и на уровне Конституции в статьях 34 и 33 Конституции, и в кодексе, Семейном кодексе, и в других законодательных актах об ответственности родителей. То, что можно, возможно, допустим, регулировать с точки зрения права, оно достаточно регулирует. Сегодняшний законопроект или принимаемый этот закон об ответственности родителей за обучение и воспитание детей, он просто с одной стороны является излишним, с другой стороны он не просто повторяет нормы закона, которые определены сегодня в Конституции и Семейном кодексе, но во многих аспектах противоречит Конституции и Семейному кодексу, и причем разрушает во многом саму формулировку, саму редакцию формулировок меняет, очень сущностно. Закон этот, регулируя ответственность родителей, под понятием ответственность в статью 6 и 7 данного проекта включает все права, вроде бы родителей, и вся ответственность, или ухдадоры вазифаго, ухдадоройки, обязанности родителей по, допустим, обучению и воспитанию детей. И там в этой обязанности такой перечень включен, из которого абсолютное большинство обязанностей не носят юридического характера. По многим параметрам ответственность родителя не может быть регулирована посредством права, потому что есть вопросы, которые регулируются нормами морали, особенно внутрисемейные отношения, отношения между родителями и детьми, кому как поступать. Ну, например, возьмем один момент. У нас да, признается приоритет родителей, отца и матери. Но мы не должны забывать о том, что сам ребенок имеет право, имеет обязанности у ребенка. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, с Международной конвенцией, каждый ребенок имеет собственное мнение, собственные на поступки. Он имеет право и трудиться, и делать свой выбор в тех или иных случаях, даже в том числе и на обучение, и многое другое. Но в данном законе как раз все входит в противоречие с Конвенцией о правах, допустим, ребенка, Международной правовой конвенции. А в нашей Конституции, в статье 10, написано в части 3 и 4, что международно-правовые акты являются составной частью нашего законодательства, нашей правовой системы, и в случае противоречия закона с нормами международного правового акта действуют международно-правовые акты. То есть сам по себе закон сейчас себя противопоставляет не только Конституции, не только законодательству самой республики, но и международно-правовым актам. Кроме этого, надо учитывать нашу ситуацию республики. В республике такая ситуация, что для обеспечения ребенка, для обеспечения его воспитания и обучения у многих родителей просто нет сегодня нормальных возможностей. Сегодня первоочередной задачей является усиление деятельности самого государства по выполнению обязанностей по воспитанию и обучению детей. Государство должно обеспечивать прежде всего рабочим местом, своей, скажем так, трудовой политикой, законодательной политикой, правовой политикой, социальной политикой, экономической политикой. Вот задача. Чтобы поменьше было трудовой миграции, чтобы труд был обеспечен именно в Таджикистане, чтобы родители могли находиться в собственной семье и тогда заниматься обучением и воспитанием. С другой стороны, если остаются женщины, старики и дети, если они не обеспечены трудом, соответствующей заработной платой и так далее, участвовать им в обучении и воспитании будет очень-очень тяжело. Кроме того, есть в обучении элементарно, скажем так, экономические аспекты, финансовые аспекты. Если родитель не может обеспечить ради заработка, он теряет все свое время на нахождение, допустим, каким-то образом средств существования, каким же образом может участвовать. И самая большая проблема двоякого порядка, скажем так, в этом законе. Первое. Под понятием ответственность родителей
обучение, воспитание детей, подрастающего поколения, это наполовину, скажем так, ответственность родителей. А вторую половину, и может быть большую половину, саму атмосферу воспитания, обучения должно создавать общество и государство. То есть вот это вкладыванием сейчас понятия об ответственности родителей, государства и общества как бы снимает с себя определенную долю ответственности, определенную долю своих обязанностей, которые стоят перед обществом и государством. И вторая сторона. Неполадки, скажем так, и в этом законопроекте. Называется об ответственности родителей, но в данном законе рассматривается масса просто-напросто органов, организаций, которые должны участвовать. Допустим, где тогда их ответственность? Этот закон более правильно было бы называть об ответственности государства, общества и родителей за обучение и воспитание детей, а точнее в этом отношении подрастающего поколения. И это очень четко систематизировать с точки зрения разделения этой ответственности, кто за что должен. И причем законом можно регулировать только то, что подлежит правовому регулированию. То, что регулируется моральными нормами, внутрисемейными отношениями, религиозными нормами, экономические аспекты, социальными нормами. Здесь уже право может только носить рекомендательный характер, но ни в коем случае он не должен быть императивной нормой, то есть обязательно ставить условия. Я боюсь, что на основу потом этого закона, после принятия его, в отношении родителей будут установлены определенные ограничительные меры. Или вплоть до, скажем так, до лишения родительских прав, еще какие-то, скажем так. Это трудно пока сегодня предсказать, но сам факт того, что этот закон не сможет сыграть свою конструктивную, созидающую роль в воспитании подрастающего поколения.